Не было, вот, допустим, наш субъект из Якутии не приняла эту конституцию, но это совершенно не считалось. Хотя, допустим, в том же ООН, допустим, если один субъект не принял, значит, это решение могло бы и не принимать. Допустим, могла бы быть и такая форма. Такой формы не было. Поэтому мы, как малочисленное сообщество, всегда будем проще какой бы то ни было формы публичной власти нам не навязали присутствующего положения. А что касается нашей родной конституции, то было очень длительное обсуждение, более 400 различных предложений, притом очень важных, а в целом, сколько было предложений-то? Несколько тысяч. Так что видите. Поэтому вот это обсуждение как раз и состоялось. Другой формы принятия Конституции у нас в то время не могло быть. Не было законов референдума вообще. Так, что касается современного состояния. Вот то, что у нас публичные власти свои формы приобрела, это хорошо. Но какие она формы привела? Это вся наша загвоздка. Мы превратились, говоря вот этим публичным языком, в зомбоящики. Сейчас народ проглотит все. Тем более в такой красивой упаковке, как пособие, пенсии и так далее. В этом, мне кажется, весь замысел. Весь замысел. Народ знает, что он может выступать, как говорят носители власти, но в то же время выступать именно так, как его требует эта власть. Поэтому это Конституция, любые поправки, которые идут от действующей власти, будут приняты. Какие бы они ни были, они могут завтра разрушить Российскую Федерацию. Пожалуйста. Вы сказали, что Якутия проголосовала против Конституции 93 года? У нас 44% проголосовали. 44 за? Да. У меня вот по данным ЦИКа, другие данные. 52. Из 411 тысяч проголосовавших это поправки внесли, я точно помню. за референдум 12 декабря 93 года 214 за проголосовало, 55% проголосовало за. Это убедительно. При чем тут референдум? 52. Это Конституцию принимали на референдум или как? Российская Федерация. Ну, другое имеет в виду. Развал Советского Союза вы имеете в виду. 17 марта. Тогда мы голосовали против развала, но тоже не сосчитались. Мы конституцию, что ли, просто оставили? Конституцию говорите? Я говорю про Конституцию. Вы имеете в виду, который референдум был да, нет, да. Нет, это вы имеете в виду Советский Союз развал? Я имею в виду принятие Конституции. Да, принятие Конституции, да. Принятие Конституции мы только 44%. Почему? Вот на сайте Центральной избирательной комиссии 55% за. Нет. Как это нет? Они подделали это. Я уверена в этом. Потому что мы следили за каждым процентом. Это было очень важное событие. Как вы могли следить за каждым? Вы это официально заявляете, да? Что как вы тогда, как народный депутат, утверждаете, что Центральная избирательная комиссия фальсифицировала? Может быть. Откуда вы взяли эти цифры, я не знаю, но, по крайней мере, мы точно помним, было 44%. Да. Наш глава Арсений Сергеевич сказал, что данные в интернете являются официальными данными. Так что вы сейчас идете против данных Центральной избирательной комиссии. Спасибо за иллюстрацию того, что я сказала. Вот мы все превратились в зомбоящики. Спасибо. Так, я завершу эту мысль, да? Можно я дополню вопрос? По поводу... Алексей Егоров меня зовут. У меня вопрос по поводу способа голосования. Почему поправки выносятся на голосование именно пакетно? Почему отдельно не рассматривается? Потом изменить невозможно. Почему отдельно не выносится на голосование каждая поправка? Потому что таким макаром можно один хороший закон принять для народа, а 10 плохих законов, конечно, завуалированных, которые будут работать против народа. Почему именно пакетно выносят на голосование? Именно в этом была и уловка принятия той же самой Конституции. Какая уловка? Там один был вопрос всего. Дело не в пакете, дело В том году, когда мы принимали. принимается, с 3 по 8 принимается Государственной Думой Советом Федерации. А здесь придумали всероссийское голосование. А раз всероссийское голосование, потом изменить это будет невозможно. Вот в чем штучка. По закону они должны принимать просто. Федеральный закон. Каждая поправка отдельно не выносится на голосование.
Потому что так можно хорошие и плохие законы все вместе принять. Почему закона? Одна конституция. Это один текст. Поправки имеете? Это один закон, который называется основной Почему закон. отдельно не выносите? Они там могут обсуждать сейчас. Вот когда будут депутаты, они могут отдельно посмотреть обсуждать. Но нам на общее голосование вынесут единым блоком как один закон. Это, конечно, разумеется. Так здесь я хотела бы, значит, уважаемые коллеги, только обозначить только одну вещь. Вот сейчас не уходите в Конституционный суд. Для вас это очень важно. Надо слово дать? Да, дадим обязательно. Просто я закончу эту мысль. Хочу сказать, что, уважаемые наши сограждане, что это исключительно новый период наступил. Нам надо быть начеку. Вот что сейчас важно. И сегодняшнее вот это обсуждение, мне кажется, очень благое дело, потому я пришла сюда, чтобы, во-первых, послушать, во-вторых, сказать свою озабоченность тем, что сейчас нам нужно будет, после того, как в первом чтении примут, это что это? Да, с удовольствием уже приняли, да, поздравляю. Ага. Значит, нам нужно готовиться к следующим шагам. Все равно они сделают поворот в сторону публичной власти. Хоть каких-то форматов. Вот нам надо узнать эти форматы и по этим форматам выработать наши стратегии и тактики. Мы должны обязательно свое мнение высказывать на самых различных площадках. Это очень важно, потому что любое нарушение международного права о правах человека, которое явно будет сейчас следовать, будет говорить о том, что в России устанавливается нелегитимная власть. А это очень большой дефект этого государства. Это ведь может быть начало нашего конца, как того государства, в котором мы сейчас живем. Спасибо. Вот я хотел ответить на вопрос Егорова. На самом деле, вот то почему все дается пакетно, почему отдельно? Ну, во-первых, этот вопрос еще, я так понимаю, не решен. Формат всенародного голосования только разрабатывается. Может быть, листок какой-нибудь будет раздан людям, которые придут на избирательные участки, и там можно будет проставить галочки против и напротив каждого отдельного пункта. Поэтому еще пока вот этого однозначно сказать, что пытаются пакетом единым пропихнуть, такого вывода еще делать рано. Просто есть информация, то, что в кулуарах Путин сказал, что пакет голосования пакетный. Я извиняюсь, конечно. Все-таки я не согласен с этим, потому что тут явно проглядывается. Во-первых, это будет не всенародное, а всероссийское голосование. Совершенно иное понятие. Всенародное – это референдум. Да. Поэтому голосовать будет пакетом. Это вот как собаки доедет там кашу, не нравится. Ну, подкинул туда пару кусочков мяса, помешал, вот ее, понимаете? Проглотил, не заметил. Ну, это вы, профессиональные юристы, да, отделяете понятие референдум от всероссийского и всенародного голосования. А Владимир Владимирович, он завтра выйдет и скажет, я имел в виду, что это референдум. И все. И будет соответственно. Давайте посмотрим. Посмотрим, на самом деле нет. Нет смысла ждать. Нет, ну там... Мне кажется, каждый выступающий рассказывает интересную мысль. Можно согласиться с всем. Вы прекрасно знаете, в 1993 году ситуация была очень сложная. Противостояние было между Ельциным и Хасбулатовым. Страшное противостояние. Дело дошло до расстрела Белого дома. Это не такого. Тысячи людей погибли. Все это, допустим, огласке не подлежало. Вот. Все мы проглотили. Весь Запад поддержал Ельцина, и на этом мы остановились. И ту Конституцию 93 года принимали по совету, да, Милтона Фридмана, это чикагского профессора, вот, особенно экономический часть. Да. Потом эта Конституция была принята по
советом великого разведчика Андалдеса, то, что он писал, каким образом разрушить союз. Все там заложили в основу, а также принимали участие в разработке этой конституции два разведчика Соединенных Штатов Америки. Вот в такой ситуации принимали конституцию 93 года, поэтому действительно там, конечно, много изъянов. Я хотел бы привести, чтобы точно статья 9, часть 2. Вы прекрасно знаете, это заложенная бомба. То есть природные ресурсы, стратегические ресурсы могут даваться частной собственности. Вот на основе этого все наши олигархи стали миллиардерами, долларами. Да? Вот, во всех странах мира природные ресурсы, стратегические ресурсы не являются частной собственностью. 5 лауреатов Нобелевской премии, 20 ведущих экономистов мира, оказывается, писали письмо Ельцину. В условиях России не надо допускать такое, и земля не должна быть предметом купли-продажи. Никто не слушался. Вот такой документ, Конституция была принята. Но дело не в Конституции. Есть страны, которые очень успешно работают без Конституции. В Великобритании Конституции нет, товарищи. Это одна из передовых стран мира. Понимаете? Нет Конституции. Есть такие страны, очень здорово развиваются. Почему я это, допустим, обосновываю? А можно ли жить без Конституции? Видимо, можно, наверное. Вот Конституция 1936 года, которую мы называем сталинской, она очень хорошая Конституция, между прочим, была, которая работала до 1977 года. Сталинская Конституция. Но видите, как 1937-1938 годы репрессии были. Конституция хорошая была, правильно? А репрессии-то были. То есть, товарищи, все зависит не от Конституции, а все зависит от политического режима. Какой политический режим устанавливается, от этого и зависит. Конституцию можно все хорошо расписать. Можно, никто слушать не будет. Конституцию, могут, я говорю, привел пример, 1937-1938 год, репрессии страшные были, говорят, были. Ну, не как там Солженицын пишет, конечно, не такие размеры, конечно. Но ситуация может быть типа такой. Поэтому я хотел бы сказать, действительно, внесение изменений в Конституции это политика, правильно? Это политика. А почему вдруг возникла необходимость внесения изменений в Конституцию? Вдруг такой ситуации вроде бы еще нет, да? Ну, уже Путин 2 года работает, все нормально, идем хорошо. Ситуация очень сложной стала. Экономическая ситуация в России очень сложно стала. Народ недоволен. Зарплата не повышается, ВВП не повышается. Все идет против населения, получается. Поэтому и вот эта пенсионная реформа назревает, кажется, революционная ситуация. Не дай Бог, чуть-чуть опаздывает. А тут надо было перейти. Видимо, поэтому Путин действительно как-то надо успокоить население. Видите, как он, конечно, Конституция 93 года чересчур сильная президентская власть. Понимаете? Вот ситуация такая была. Недавно говорили, это Ельцинская. Он все себе забрал. Хасбулатова все забрал себе. Без него ничего не делается. Эта Конституция все пор действует. И он сейчас, допустим, что он немножко давит свою власть. С точки зрения баланса власти. Правильно? Правительство, правительство. То утверждает, это отвечает. И потом, второй момент, он хитро поступил. Конечно, там ничего не проигрывает, потому что в Госдуме полностью единая российская. Они все планируют, больше месяца на следующем правительстве. Он ничего не проигрывает. Но там есть, который критикует партии. КПРФ критикует, Россия критикует, да? Он хочет закрывать их рот. Он скажет: товарищи, вы сами утверждали правительство, сами утверждали правительство, а что вы, допустим, критикуете правительство? Он очень сильно хитро связал правительство, парламенте, ответственность. Очень хитро поступил. Это первое, да? Дальше пойдем. Я своему записал, может, почитайте, не знаю, так что.
И второй вопрос. Конституция Российской Федерации будет иметь приоритет над международным правом. Это очень серьезный вопрос. Я там писал в статье. Есть статья 15, часть 4, да? Ну, эта статья остается. Остается хоть как ты в 79 статье внеси изменений, но как ты будешь перепрыгивать эти статьи, где международную норму приоритетно над Конституцией Российской Федерации, правильно? Ну, с точки зрения прагматики, да, может быть, я согласен Путин, потому что, воспользуясь этой нормой, Международный валютный фонд в ТОТа, Федеральная резервная система уже диктует. То есть мы находимся в внешнем управлении. Понимаете? Вот поэтому он решил, он там немножко говорит, если международные нормы, если они не противоречат интересам суверенитета России, так же пишет, да? Вот с этой точки зрения я бы его поддержал. Этот вопрос вчера давно поставили. Вот в статье 15, часть 4, как будет вся эта глава, просто внести изменения там трудно получается. Поэтому стараются вот таким путем. Потом еще они хотят освободиться от решений СПЧ Европейского суда. Они сгорели по делу Ходорковского, правильно? Сильно сгорели. Вот. И не только. Поэтому, видите, как вот товарищ говорит, там как суд будет там, опять же надо успевать там, до этого суда, что-то. Поэтому, видите, как норму с точки зрения прагматики, с точки зрения интересов России, я бы, наверное, поддержал Путина в этом отношении. Вот. Тем более, да, а где сейчас вот найдете страны, которые поддерживают суверенитет? Нигде. Возьмите Соединенные Штаты, они приветствуют. Кого хотят бомбят, кого хотят насилуют, кого хотят все. Швейцария, Бельгия, Италия, Гидрон. Вот в чем дело. Поэтому, кстати, в Соединенных Штатах Америки Конституции даже мысли нету. Да, видите? Подчиняться международному праву. у них даже этого нет. Понимаете? Поэтому нас пример берут оттуда. Это лидер, это всемирный лидер США и Китай. И нас тоже берут оттуда. Даже они не допустили, допустим, в нашей делегации территории Соединенных Штатов Америки. Это что, не противоречит нормам? Не противоречит. Поэтому они ничего не слушаются. И поэтому наши по их стопам идут. Вот, кстати, Соединенное Королевство тоже абсолютно, даже европейское, вот почему Брексит случился? Потому что европейцы захотели заставить англичан слушаться и соблюдать их законы. Не слушаться, а платить больше денег, отстегивать в Европейский Союз. Они деньги экономят. Ну, я продолжу, да? Продолжу, да? Ну, я не знаю, я вас конституционно право не учил, видимо, что быть прагматиком, надо иметь, ну, стаж работы в органах. Я, например, в Тюмени работал, я не депутат СССР, я народный депутат Советского Союза, был намного выше. В этих событиях практически принимал участие. Намного выше. Вот, избираться, вот, он тоже хитро поступил, избираться президентом России, нового пути, который правительство один не меньше 20 лет, да. Ну, и не должны иметь иностранное государство, да. Например, в Монголии еще жестко. Там даже предки должны были быть монголами. Видите, как в Монголии жестко, да? А мы, чтобы меня не даст соврать, Ульяна Алексеевна, мы около 100 конституций за то, что там учили, чтобы принимать Конституцию 93 года. Большая работа проведена, да? Вот. Мы это учили, и, значит, мы заложили норму, значит, президент республики должен быть человек, проживший постоянно здесь, знающий республики снутри, 15 лет. А нас заставили все это убрать. Пришлось нам убрать. А вдруг Путин опомнится, проснулся и должен 25 лет говорить. Видите, как получается? Видите, вернуть, да, он говорит, вот права нарушаются. Может быть, да, нарушает права. Да. Что Навальный не представлялся. Он убирает своих противников. И Навального, и остальных, они были гражданами украинцы были. Понимаете? Вот. Там много противников. Ходорковского. Да. Навальный был гражданином Украины? Было. Он учился в Америке. Да. Нет, ребята, Да. давайте дослушаем. Вот видите, как он очень хитро поступил, да? Тем самым решает свой противник. 25 лет, слишком, конечно, долгий срок, но он хозяин, и это тоже, конечно, правильно, правильно? Ну, вот.
И главы регионов, там, члены парламента, ну, не должны быть иностранными гражданами, прочее, прочее, и так далее, да. Я вот, моя была статья в сайте, да, предательство может быть поводом развала Российской Федерации. Я, например, сколько разведчиков нас предали, но вы их не знаете, я там фамилию сказал. Вот. Сколько работаем администрации президента, причем вот предали нас за рубежом и так далее. Ну, если вы прочитали там в том сайте моей статьи, конечно, вы убеждаетесь, это очень опасно, допустим, суверенитета нашей страны. Был бы Иосиф Сталин, да, меры были бы очень жесткие. Самое главное, мы разменяли там их разведчиков, да, они там здравствуют. Это опасно же, опасно. Поэтому это четко говорит, там, вот, действительно, начиная Лаврова, там, гражданство в Швейцарии имеет, дети учатся, все. Можно было давать эти статьи дополнительные, да, у него указ был, в 2013 году указ. Вот, значит, граждане России и чиновники там не должны иметь расчетный счет за рубежом, не должны иметь недвижимое имущество, прочее, должны вернуть. Вот посмотри, Китайская республика сколько вернула, сколько человек расстрелял, сколько человек судил. И сколько сумма вернула бюджет Китайской Народной Республики. Молодцы, а мы-то ничего не делаем, никто не слушается. Давайте это будем, ну как бы, зафиксировать в Конституции, очень правильно поступаем. Вот. Даже можно давать, действительно, вот пусть считали, ну, если так-то, после, допустим, действительно, все имущества вернут Конституции, но потом посмотрим, кто вернет. Вот. Интересно было бы, да? Ну, если кто-то сказал, даже давайте там дети пусть не учатся. Вот. У нас кто, допустим, это реформа делал? Те, которые учились за границей, и начиная Гайдара, там, с границы, все они учились за границей, все очень опасно. Гайдар закончил МГУ. Вот. Я говорю, за границей учился. МГУ он закончил, ну что? За границей учился, я прекрасно знаю. Не отвлекайтесь, Ну, плохо вас учили. Так, дальше пошли. Перед назначением главного органа, да? Ну, конечно, мы прекрасно знаем, Путин себе замыкал всех своих структур. Ну, правильно делать. Я бы был Путиным, тоже так делал, правильно? Потому что все перевороты кто делает? Свои структуры делают, правильно? Вот, в конце концов, до министра юстиции себе замыкал. Так же ведь, да? Но тут он внес такое предложение, да? Вот прокурор, хотя бы прокурор, мы сейчас согласуемся, да? Коллективный орган. Он хочет советоваться с Советом Федерации. А кто там знает, кто командирший? И вообще, насчет судей и так далее, Соединенные Штаты Америки там все выборные. Все избирают, прокуроры избирают, автомобили, судьи избирают, население избирается. А тут у нас все судьи назначаются. Это что? Это в такой ситуации мы не можем говорить. Независимые судьи. Какая-то мне, это самые судьи зависимые, не то, что независимые, самые зависимые. Как было пошли возьмешь, даже здесь на уровне республики, председатель суда, бедный, судьба зависит всех судей от председателя суда. Попробуй и там против председателя суда. Видите, как получается? Поэтому какой резон, какой-то новация судьи будут утверждать, допустим, Путин, откуда они узнают? Правильно? Поэтому хорошо было вернуться, действительно, норму заложить, выборность. Это здорово было. Вот за рубежом президента привлекаешь, Южной Кореи, там, остальных, потому что Америке даже гладить женщин нельзя. Вот, бедра, которые красивые. А Клинтон чуть не судился, правильно? Вы видите, как там жестко относятся за рубежом. Поэтому у нас же были судьи, народные заседатели. Одна правами судей, правильно? Мы же избирали, ничего плохого не было. Очень даже помогали. Вот был бы здесь, он меня подтвердил бы. Здорово помогали народ заседатели. Разные голоса были профессиональным судьей. А почему нельзя сейчас? Видите, как получается? Поэтому, вот я, например, вот правильно спрашиваю, как тут голосовать? Каждую статью отдельно стоит оптом. Конечно, оптом дадут нам. И все будет вместе голосовать. Вот что не надо. Дальше пойдем. Поэтому до второго чтения должны успевать. Республика должен донести свое предложение. И республика в лице субъекта инициативы госсобрания, да, на втором чтении должен свои соображения внести. Я вчера выступил в об этом говорил. Петр Васильевич, наверное, видимо, поступит
Вот я всегда выступаю за парламент, работать на постоянность. Мы всегда опаздываем. Это мой старший товарищ всегда выступает против меня. Лавренов говорит, ну, может быть, он по свой прав, я по своему прав. Видите, как получается? Вот. Дальше, вот. Госсовет, да. Вот. Тут разные мнения, госсовет делает, ну, не перечень органов государственной власти, а фиксированным конституционным органом. Конституционным. Сейчас он не конституционный, да. Мне кажется, госсовет все-таки это исполнительная власть. Мне кажется, исполнительная власть, потому что все главы регионов все будут, правильно? То есть он должен быть ниже кого? Правительства. Правильно же, да? Но должен что-то донести до этого правительства, свое мнение. Вот Хрущев как власть взял, да? За счет секретаря Компартии. Это сильное дело, правильно? А сейчас вместо секретаря Компартии глава региона, госсовет. Если он будет возглавить, конечно, будет себя сильно усилить, правильно же? Но с другой стороны, это выгодно будет, видимо, там, республика. Мы через, допустим, своих представителей Совет Федерации там ничего не можем делать в Госдуме, потому что они единороссы. Вот даже Акимов там, и тот же самый Борисов голосовали за увеличение пенсионного возраста. Чем они думали, я не знаю. Потому что единороссы, они по-другому не должны голосовать. Так же, да? Поэтому через них действовать, мне это очень сложно. Лучше действовать через, допустим, главы регионов. Они могут большие республики, типа Татарстана, Башкортостана, ну, Якутии, там другие, они могут кооперироваться и могут поставить серьезный вопрос в пользу республик, в пользу регионов. Например, сейчас как делается? Федерация только себе бюджетила в свою пользу. Раньше поровну были, правильно? А сейчас нас обидели. А сами строят золотые там бордюры, золотые туалеты делают. Видите, как получается? С этой точки зрения, если госсовет там, мы воспользовались, допустим, силами госсовета, то есть через наших глав республик, получается. Здесь по недоверию может снять Да, повод. с точки зрения программатики можно было поддержать госсовет. Да, пусть они там конституируют, пусть конституируют будет, там дальше видно будет. И вот, ну, насчет судей я сказал, они вот, увеличивают, то есть полномочия судей Конституционного суда. Вот. И сейчас Верховный суд тоже у нас полномочий много нашей республики. Даже мировые судьи, однажды было дело, они практически нас Конституционный суд как смотрел дело, а мировой суд по-другому делал. Значит, они слушали решение мирового суда, а не нашего Конституционного суда. Наши первые годы Конституционный республики выполнил свои функции. Спасибо ему. Сейчас он не нужен. Совершенно независимый орган, который мы тратим деньги. 70, сейчас 80 миллионов за одно дело в год. Еще пенсии будут получать, да, намного больше, 150 тысяч рублей в месяц. Плохо, что ли? Зачем все это? Я сам был судьей Конституционного суда. Скучно было. Через 2 года я убежал. Скучно было. Не потому там я некомпетентный был. Я компетентнейший какой. Первым судьей республики был. Первым. А потом скучно стало. Я убежал оттуда. И мы вправе говорим, поддерживать. Зачем? Давайте создадим, если так, допустим, как трибуна республики, конституционную комиссию, как в Союзе было, на общественное начало, из числа ведущих ученых республики. Вот даже пусть молодые люди будут там. Пожалуйста. А сейчас кто такие-то? Пенсионеры такие сидят там. Еще в Верховном суде работают. Зачем так что второй раз еще пенсию получать? Никакого смысла нету. Я всегда придерживаюсь. Я честно говорю, придерживаюсь с такой точки зрения. И когда увеличить полномочия Конституционного суда России, да, ну, тогда вообще смысла нет у нас получается. И еще на практике решение Конституционного суда и в бюджете Конституционный суд России изменил, отменился, помните, да? Когда у них Чечне, земельный вопрос. Какой смысл тогда нам держать? А он свои функции в первоначальном варианте, то есть когда мы только стали суверенными тогда, да, кавычки, ну, он выполнил свои функции. Сейчас-то нет, получается. Вот примерно у меня все. Почти все выступления были интересные. Мне даже интересно стало, но я привел такой завершающий. Спасибо.
Ухан келін мәйтін төнтілігін тұрғын тұрыр айтты. Оны жер байы сұрата. Оны жүректің күрттік. Қатырыңа де уақытағы оныр ағылдар. Айтақты қайбанды тағылқы дұлағылқы тәйін ағылдар демістен әрейбін әтті.